сообщается, что Бельгия собирается депортировать в Россию чеченского беженца Ислама Албакова. Не знаю, как можно это объяснить, кроме как абсолютным пособничеством тому, что делает Россия. Всем известно, что в России людей пытают, убивают, но почему-то в России говорят только вот про Навального, там, Соболь и так далее. То, что происходит во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, предпочитают не замечать. Так же, как не замечают то, что происходит в Крыму с крымскими татарами. И в том числе вот российские правозащитники тоже не обращают на эти вещи внимания. Хотя есть, которые обращают, но недостаточно это внимание. Плюс средства массовой информации, почему-то, вот именно западные средства массовой информации, русскоязычные, они почему-то говорят все время про Навального. Да, Навальный политическая фигура, конечно, но права человека распространяются не только на политических фигур, они распространяются, как мы знаем, на всех. И вот сегодня, 5 апреля 2021 года, сайт Кавказ Реалии сообщает: в Бельгии депортация в Россию грозит чеченскому беженцу Исламу Албакову. Находящимся под арестом в Бельгии 37-летнему чеченскому беженцу Исламу Албакову грозит депортация в Россию. По версии российской стороны, Албаков участвовал в террористической организации, его выдачу запрашивают через Интерпол. Близкие беженцы и представители чеченской диаспоры утверждают, что преследование и высылка Албакова незаконны, поскольку он не совершал ничего предосудительного. А в случае депортации его ждет физическая расправа. Абсолютно, стопроцентно это так. Как рассказал корреспонденту Кавказа Реалии, брат заключенного Имран, их семья 3 брата, 2 сестры и родители покинули село Аршты, Ингушетии в 2005 году из-за постоянных рейдов силовиков, зачисток с грабежами и похищениями людей, включая отца и старшего брата Албакова. Семья просила убежище в Польше, затем во Франции. Последняя представила им статус беженца, но позднее лишила Имрана и его друга, брата Ислама, международной защиты. К тому времени оставшийся в России их старший брат Султан был объявлен боевиком. Албакова стали преследовать во Франции, но конкретных преступлений им не инкриминировали. Указывая на нарушение оформления документа, им грозили высылкой, уточнил Имран Албаков. В 2017 году братья узнали, что Россия ищет их через Интерпол как причастных к террористической деятельности. Албакова арестовали в Бельгии в 2018 году по запросу России, когда тот приехал из Франции навестить жену и детей. Нас арестовали в 2018 году. Спустя 3 недели мы с братом предстали перед судом, где сумели опровергнуть ложь представителя Российской Федерации в наш адрес. Меня в обвинении назвали боевиком из Сирии, клеветали, что я сбежал из-под домашнего ареста в Сирию в 2015 году. Суд Леони оправдал нас по всем пунктам. Казалось бы, наши мытарства остались позади, но нет. Мой брат Ислам посетил свою семью в Бельгии. На следующий день после полного оправдания во Франции его арестовали в Бельгии, вспоминает Имран. Ислам Албаков находится под стражей с апреля 2018 года. Прокуратура обжаловала решение в отказе экстрадиции Албакова в Россию. Обвинение продолжает настаивать, что они опасны для Франции. Дело находится в Верховном суде Бельгии. Как сообщила корреспонденту Кавказа Реалии представитель культурной ассоциации Ичкерия Роза Дунаева, в Брюсселе планируется митинг чеченской диаспоры против высылки земляков в Россию. На днях Кавказ Реалии сообщили, что уроженец Чечни, села Шалажи, Урус-Мартановский район Чечни, 32-летний Магомед Мамуев пропал без вести после того, как власти Германии депортировали его из страны. К моменту высылки он жил в Берлине с женой и 4 детьми уже 9 лет. В марте во Франции суд отменил депортацию представителей Ассамблеи чеченцев Европы в этой стране 36-летнего Магомеда Гадаева. Адвокат Арно Тулуз доказал суду, что возвращение на родину для Гадаева смертельно опасно. Что по этому поводу я бы хотел сказать?
Всем прекрасно известно, что уже ни для кого не секрет, мы об этом уже много лет уже говорим, и для этого не нужно, там, я не знаю, иметь какие-то особые способности, чтобы понять, о чем говорят, что в Чечне массово убивают людей, массово задерживают, массово казнят людей. Один из таких случаев, благодаря смелости одного из сотрудников российских правоохранительных органов, стало достоянием гласности. Этот всем известный случай, когда одновременно были казнены 13 человек, где служил Сулейман Гизмахмаев в 2017 году. 16 государств, 17 государств европейских стран, западных стран, в том числе Соединенные Штаты и страны Европы, создали так называемый московский механизм по мониторингу за соблюдением прав человека в Чеченской Республике. Несмотря на это, с 2017 года уже она была создана, эта комиссия, с 2018 года она была создана, в 2019, 2020, 2021 году, и вот неделю назад, 10 дней назад был выдан Нурмагомед Мамуев. Люди выдаются, несмотря ни на что. Давно уже известно, что по запросу, в 2018 году было решение суда по запросу Конституционного суда Германии, Европейского суда, по решению Европейского суда, выдавать людей по требованию России через Интерпол незаконно. И если особенно это происходит, решение суда тогда было, что если это запрос идет из Чеченской Республики. Очень странное, конечно, понимание всего, что происходит. Чеченская Республика признается здесь на Западе частью России. Ну, с таким же успехом, конечно, можно было бы и ГДР признать частью России. Они на ГДР претендуют. Да, просто дело времени. Дойдет очередь и до ГДР, если им дать волю. В Чечне им дали волю. Они захватили, несмотря ни на что, и оккупировали нашу страну. Несмотря на это, выдают людей. Я знаю, почему выдают. Выдают людей, которые подозреваются в связях с исламистским террористическим подпольем, исламским государством и так далее. И я вам скажу, как это происходит. Некоторые, вот когда была вот эта массовая пропаганда, нужно ведь учитывать всесторонне все детали, да, дела, когда перед вами он находится. И судья должен точно так же учить, в том числе то, что происходило не в момент совершения правонарушения, да, когда человек там где-то публично или в общении между собой поддержал исламское государство и сказал, что вот это он одобряет деятельность вот этих террористов и фашистов, которых, в моем понимании, человек нормальной психикой, нормальный человек не может просто никак одобрить. Но есть пропаганда, которая очень сильно влияет на людей, которые очень поддаются внушению и плохо анализируют происходящее. Особенно, когда уже вот сейчас достаточно уже есть информации по этой террористической организации. Так вот, когда война началась в Сирии, то Запад поддерживал Сирию. Если мы помним, Украину тоже Запад поддерживал. Да? А сейчас Германия хочет достроить, несмотря ни на что, понимая, что следующий может быть ГДР, несмотря ни на что, вот большому бизнесу нужна этот газ российский. Вот они пытаются ее устроить. Хотя и Германия в том числе поддерживали Украину. Сказали, мы не поддержим вас, мы вас бросим на произвол судьбы,
давайте договаривайтесь с Россией, живите как хотите. Может бы украинцы как-нибудь пытались бы договариваться с Россией. Но нет, Запад поддерживал. То же самое происходило в Сирии. Запад поддерживал, пока их не начали убивать. Как только их начали убивать, голоса Запада прекратились. И остались люди, которые начали с оружием в руках защищаться, потому что другого выбора у них не было. Режим Асада их уничтожил бы полностью, если бы они не стали защищаться. Начали защищаться. Потом появилось вот это исламское государство. И была такая пропаганда, что вот нужно поддержать там, что вот это святая земля Шама там и так далее, и так далее. И многие люди, которые находятся в этой матрице российской пропаганды, начали поддерживать. И вот происходит следующее. Ваш брат, может быть, погиб на войне или сражался там, или находится на войне, отец, дядя, кто угодно. Вы уже в списке неблагонадежных, в списке опасных для России. Россия таких людей выявляет. Вот, например, по Нурмагомеду Мамуеву, которого Германия выдала, могу сказать. И выявляет, составляет на них документы, и слава, как говорится, на руку играя России, эти люди, которые не понимают, что с ними происходит, вот эта пропаганда, что их собираются пустить на так называемый результат, начинают там разные вещи поддерживать. Да? Произошла подмена понятий. Например, мы сражаемся с Россией, и нам говорят там, мы сражаемся с христианами. Ну где Россия, христиане? Это вообще никто даже не задумывается. Это абсолютно не христианская страна. Там христианства уже давным-давно нет как такового. Русская православная церковь — это отдел ФСБ. И такая идет подмена понятий. На нас напали христиане, говорят. Нет, на нас христиане, у нас живут грузины по соседству, которые нас приютили и там помогали нам. Там, например, американцы, которые живут вообще за океаном, очень много нам помогали. Та же радио Маршо на чеченском языке, оно делается, платится из кармана христиан. Запад принял 300 тысяч, Европа приняла 300 тысяч наших беженцев. И тут нет ни одной мусульманской страны, как известно. И мусульманские страны нас не поддержали, не приняли, не помогали нам. Ну, если только там простые люди пытались нам помочь. Имеется в виду на государственном уровне. И вот происходит такая подмена понятий. Мы воюем не против России, а против христиан воюем. И молодые люди вот этой пропагандой начинают получать эту пропаганду и соглашаться. Ну, например, если вот сопоставить, я вот к чеченцам обращаюсь. Например, на нас напал Дагестан. Ну, или, там, например, на нас напала Турция. Ну, или еще какая-нибудь страна, которая мусульманская. Саудовская Аравия на нас напала, допустим. То тогда что, нам не нужно сопротивляться? Да, мы только против христиан воюем, а если приходит там Саудовская Аравия или Дагестан нас завоевывает, там отдельно, если Дагестан государство, допустим, то нам не нужно сопротивляться. Нет, мы воевали против интервентов, против оккупантов. И не имеет значения, какой национальности, какой веры, или абсолютно не имеют эти люди никакой веры. Вот эти вещи, подмена понятий, которая на протяжении 20 лет велась против нас, она должна учитываться в судах. Нельзя вот так огульно сказать, что вот этот человек террорист. Скажите, сколько террористических актов совершено чеченцами на территории Европейского Союза? 1-2. Это при том, при массовой пропаганде. Это при том, что европейские страны, которые нас приняли, ну, скажем так, могли бы делать больше для интеграции, сотрудничать с нами. Вот я, например, предлагал немецким властям, немецкой администрации, немецким правоохранительным органам: давайте мы вместе будем заниматься. Вы вот депортируете людей, а я считаю, что их не нужно депортировать. Это незаконно депортировать.
но мы в ответ слышим только тишину. И нет такой вот понимания, что надо разобраться. Они считают, что вот они лучше разбираются. Нет, вы не разбираетесь лучше. Вы не знаете всех вот этих деталей и моментов. А любое решение суда должно быть справедливым, объективным, всесторонним и полным. И поэтому вот эти вещи очень важно понимать. Приведу еще один пример. Я как-то занимался делом Минкаила Мализаева. Если вы знаете этого блогера, который сейчас вроде перешел на сторону Кадырова и русских. Вот этот молодой человек в своем видеообращении, у него борода как положено, нельзя сказать, что он такой супер фанатично верующий мусульманин по образу его жизни, но при всем при этом у него атрибутика это мода, потому что лучшие из лучших, которые защищали нашу страну, они носили эту бороду. И вот эта риторика, иншаллах, там, машаллах, там, альхамдулилlah, ну, это исламские, мусульманские произношения, которые, ну, любой мусульманин, я могу говорить иншаллах иногда. И это, ну, как бы, есть этому замена на чеченском «дал мула». Это значит «слава Богу» или там «дай Бог». Вот против этого Минкаила Мализаева он сделал видео. На чеченском языке он говорит: давайте соберемся и создадим группы и дадим отпор этим кадыровцам, которые здесь в Европе. И вот происходит следующее. Его слова переводят, чеченцы, соответственно, переводят эти слова. И представляется так, ну, борода есть, исламская риторика есть, ну, этого достаточно. И тут он делает видео, чтобы собрать группу. И из него начинает лепить террориста. Задумайтесь. Для того, чтобы убивать этих кадыровцев здесь, в Европе. Хотя в его словах на чеченском языке этого нет. Ну, в чеченском языке есть слова двойного, тройного значения. Очень много таких слов. И перевод можно сделать так, чтобы было, ну, склон, чтобы вот, было похоже на применение насилия по отношению к вот этим кадыровцам. Хотя этого не было. Было похожее, что-то он говорит, но ни в коем случае он этого не говорил. Да даже если бы он говорил, он не собирался это делать. Да? И человек, он, в принципе, он безобидный. И дело в городе, где он проживал, Людиншайде, там местная полиция возбуждает дело по факту. Ну, у них материал пришел, а с терроризмом бороться надо. С чеченским террористом бороться, но это просто святое дело, они считают. Поэтому, ну, сделать такой результат, поймать чеченского террориста и так далее, и так далее. Его жену и детей отправляют обратно, его оставляют для того, чтобы вот его оформить под это дело. Задумайтесь, но это похоже то, что делается в России. Вот эта палочная система. Его вызывают, он говорит: мне угроза, меня хотят убить, там, на меня там это, то, все. И он, его приглашает полиция к себе в участок, и полицейский звонит кому-то и передает ему трубку. Он берет эту трубку, и на том проводе с ним на русском языке человек начинает разговаривать. Что случилось, чем я могу помочь и так далее. На что Михаил, удивившись, спрашивает: а кто это? Он говорит: это друг, поговори с ним. И Михаил говорит: я спросил его: а кто это такой? Это, говорит, посольство России. Мы, которые считаем посольство России вражеским, немецкий полицейский, не имеющий права звонить или иметь контакты с немецким, с русским посольством, связывается и еще отдает, ну, телефон Михаилу и начинает его обрабатывать. Человек не очень образованный, и его можно, они подумали, что можно. Михаил сказал: эти люди меня хотят убить, вы о чем говорите? Ни в коем случае я не буду с ними говорить. И покидает. Дело возбуждается там и так далее. Ну, так как мы придали огласке, я писал очень много документов по этому поводу. С Берлина приехала проверка, дело полностью закрыли, Михаила от этого дела освободили. И
видимо, проверка с полицией тоже была начата. Надеюсь, виновные были наказаны. Что я хочу этим сказать? Я хочу сказать этим, что против нас ведется работа, конкретная работа. Например, мне приходит на телефон какое-нибудь видео. Я не успеваю открыть это видео, оно удаляется. У меня в нашей правозащитной группе есть люди, которым тоже приходят эти видео. Приходят эти видео, ты не успеваешь даже посмотреть, оно потом удалено. И, непонятно, с какого номера, незнакомый номер тебе присылает какое-то непонятное видео. Это видео также может содержать какие-нибудь там радикальные вещи. Потом, в случае какого-то подозрения, меня, например, в том, что я там занимаюсь какой-то антиконституционной террористической деятельностью, если Россия напишет это заявление, то следователь на месте тут в Германии обязан проверить. Он не может допустить, что у него был материал, что вот Арцуев Аслан подозревается там в России терроризме, там исламизме, и он это не проверит. Так как в случае, если реально окажется это правда, то потом голова этого полицейского просто слетит вместе с погонами. Поэтому он обязан просто это проверить. И на всякий случай этих людей выкидывают из своей страны. Вот каким образом ведется против нас работа. Я вот что хочу донести до людей. Если же есть такие люди, а они есть, их очень-очень мало, это практически, сегодня таких людей найти практически невозможно. А кто есть, они сейчас очень сильно шифруются, да, понимая, что по голове не погладят. Я призываю не отдавать в Россию. Если убивают там массово людей, даже если это маньяк какой-то, и там исламист, каратист, пофигист, кем бы он ни был, его нельзя отдавать. Это нарушение международной конвенции. Да, человек, представляющий угрозу для государства, даже если он имеет политическое убежище, он может быть лишен по закону, в соответствии, опять же, с Международной конвенцией о беженцах, если он представляет угрозу для государства, для конституционного строя, в частности. И это правда, и это правильно. Государство должно защищать себя. Если не будет государство защищать себя, его никто другой не будет защищать. Но возникает вопрос, можно ли, защищая свое государство, передать человека в страну, где его неминуемо ждут пытки, унижение человеческого достоинства, вероятная смерть, незаконное уголовное преследование и так далее. Можно ли? Нельзя. Это нарушение основных принципов государства. Это нарушение основных принципов, на которых строится демократическая Германия, например, и та же Бельгия. Этого делать категорически нельзя. Но несмотря на это, для того, чтобы сбросить с себя вот этот груз, не заморачиваясь, не разбираясь, виновен этот человек, правду говорят русские или не говорят они правду. Несмотря на это, этого человека выдают. Это большая проблема.